определенный критический момент встречаются люди, которые типа помогают. Сколько лет не виделись или нет, говорю. Сколько уже не виделись. Уже, наверное, забыли про нас. Беда с моим мостиком, друзья. Заболел, как и я. Как Ничего себе химики. Ничего себе додумались Это химики. мне вот посоветовали. Здравствуйте, 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 здравствуйте всем. Всем привет, друзья. Ну вот, как бы я освободился от такого плена, заточения, так сказать, домашнего. С ноября вот, ну на 9 мая, правда, выезжал уже, с беспертным полком прошелся, проехался вернее я. Но пока ролики не стал снимать, потому что сил нету совсем. Наши видео немножко приостановились пока, затишье с видео, конечно. Многие зрители пишут, волнуются там. Конечно, спасибо за то, что интересуетесь нами, нашей семьей, нашим каналом. Большое спасибо. Но времена такие настали пока, ну, потихоньку уже все налаживается, надеюсь. Вот. Были причины, что не могли мы видео снимать с Машей. Я не мог по состоянию здоровья. Маша по своему настроению уже не могла и по времени не могла снимать эти ролики. Попробовали, подумали после операций моих поснимать готовку. Тоже такая готовка простая совсем. Потому что диета жесткая, сухари, да что у меня? Сухари, да, вчерашний хлеб и все такое, вода, овощные бульоны. И это тоже уже про выпечки пока забыли, потому что, ну знаете, Маша себе иногда там позволяет, конечно, но чисто вот для себя она не очень-то. Вот что теща угощает, Машина мама, она кушает, а так тоже чисто для себя-то и ей тоже не очень хочется готовить. Вот, и про готовку видео тоже у нас пока остановились. Ну а что, на данный момент вот я выехал на улицу, во двор, смотрю, куча работы, надо искать работника и начинать что-то делать во дворе. 3 декада мая. 3 декада мая, друзья. А у нас только-только распускаются почки на черемухе, например. Только-только распускаются. Огород чистый, ничего там еще нету. Он еще и влажный. Пахать пока рано, совсем рано. Я смотрю, вот в других регионах уже давно и картошку даже окучивают, и все такое. А у нас теплица пустая, вся рассада дома. Кукуруза, наверное, уже выше, ну, где-то, наверное, сантиметра уже выше полметра, это точно. Ее бы вынести на огород, но буквально вот вчера еще 0 было. В тазу вода замерзла. По какой рассаде, чтобы на улице ее пересаживать, и даже речи нету. Теплицы, да, пока тепло, но говорят еще, ой-ой-ой, впереди заморозки ожидают. Вышел сегодня на солнышко, наверное, сгорю. Оделся, все равно тепло, потому что северный ветер продувает. Умка вот там ждет, бесится на прогулку. А уже прогулок все. Прогулки запрещены. Негласный закон такой в деревне у нас. Раз начались посадки, конечно же, собаки или на привязи. Ну, Умка у меня в вольере. Айда на привязи. Так что, друзья, мы живы. Ну, надеюсь, будем еще и здоровы. Оптимизма у меня перебор. Иногда сам удивляюсь. Все надоедает, бросаю, а потом это все возвращается. Хочется что-то, ну, хочется жить, вернее говоря. Одним словом, вот так. Затянулась у нас весна. Вот я как говорил, что почки только-только выходят у нас. И математика тоже. Только-только вот начинают. Это первые цветочки такие, математика. От нас 200 километров Сыктывкар, да? И там уже гораздо больше зелени.
гораздо больше тепла, что ли, туда попадает. Я не знаю почему. А всего лишь 200 километров разница. Ух ты, ветер подул. Ветер неприятный. Северный. Хочу немножко потом сегодня прогуляться. Если получится, до речки съездить. И если не получится, то до озера. Вот. Сегодня такая болтовнянское видео. Да, и каждый раз у меня это болтовнянское видео получается. Но ничего, потому что давно уже не болтал я с вами, друзья. Давно я не болтал. Серьезно. Наверное, немножко заметили, что исхудал. Мне сделали две операции. Удалили желчный пузырь, но удалили с осложнениями. Первый раз удалить не смогли, потому что там уже пошло воспаление сильнейшее. И трогать не осмелились хирурги. И сделали мне эту стому поставили, холецистому. Вот. И я вот 3 месяца с этой холецистомой, с воспалением выжил как-то. Потом уже съездил через 3 месяца на операцию. Тоже воспаление, оказывается, не прошло еще, но уже намного меньше было. И решили все-таки удалить. Короче, закупорился он, надулся. Чуть не произошла трагедия. Вот такая история. Ну и хочется поблагодарить медработников. Конечно же, начну с нашей больницы медработников благодарить. Не буду указывать лично кого, потому что кого-нибудь пропущу, потом, чтобы обиды не было. Всех работников нашей больницы Нивширской, работников Эжвинской больницы, хирургов, медперсонал, медсестер, санитарок, приемный покой. Благодарю и низкий поклон. Ухаживали за мной, кормили вкусной едой. Всем огромное спасибо. Хирургам от души низкий поклон, потому что правильно поставить диагноз и решить проблему, как говорится, это самое главное, и оперативно главное. Вот. Я удивляюсь, все равно есть, наверное, кто-то двигает тобой, да, в определенный критический момент ты берешь, идешь туда, и там тебе, оказывается, встречаются люди, которые типа помогают. Так же и сейчас было. Вот. Ну, сейчас уже ничего, такой бодренький, улыбаюсь уже. Вот. Немножко рассказал, что было у меня. Вот. Почему так долго? Почему? Обычная операция удаления желчного пузыря там 4-5 дней и все. Ну, а у меня пошло вот это с осложнениями. Когда терпишь, не надо терпеть, оказывается. Оказывается, надо идти к специалистам. Самолечение это тоже штука такая, что палка о 2 концах. Плохо иногда бывает. Вот, в частности, и у меня тоже. Ладно, друзья, сейчас я немножко покажу свой огород. Собака там ай да лает. Ну, гулять ей нельзя. Всю зиму просидел дома, я вышел, и весну даже просидел дома. Вышел, дрова сложены. Сестра все сложила. Приезжала с города Раиса Ивановна, все сложила дрова. Приезжали дочка, там зимой еще они тоже немножко складывали. 2 дня, что ли. Все это у нас уже сделано. И ждем тепла, чтобы начать огородные работы. Вот так. Ну, постараюсь там почаще. Постараюсь, но не обещаю, друзья. Знаете, здоровье такая штука, что вот ты предполагаешь, а Бог располагает. То есть ничего загадывать не буду. Что будет, то что смогу, то и поснимаю немножко. Как уже говорил, огород пустой. Вообще, даже в этом году навоза даже не привезли, потому что прошлый год навоз здесь был. Ну, чередуем. Дрова уже все в дровянике. Я вышел уже, все, ничего не успел в этом году, ни одного корыта даже потащить. Все сложено, все под навесом. Чеснок вроде как там проклюнулся уже давно, но с чесноком такая, убрали мы сверху шубку, которую на зиму закрываем. А там почему-то вот внизу этой шубки опарыши какие-то были.
Ну, Маша, во всяком случае, так сказала. Мне не показывала. Говорит, там червей, говорит, таких белых каких-то. Я говорю, что парш я сам не видел. Но куча такая. 2 кучи, говорит, большие. Она собрала куда-то, выкинула вообще их. Откуда они вылезли? Вот она боится, что, говорит, с чесноком беда будет. Ни разу такого не было еще. Вот так. Пустой огород. 3-я декада моя. Ну, в наших краях это все быстро меняется, конечно. Может, за неделю все исправится. Вот такая зелень. Я подыскал место, где высокая такая уже зелень. Математика там расцветает уже. Везде сейчас звучит звуки мотоблока, бензопилы. Везде все люди работают. Ай, да он там голосит. Вот такая жизнь, короче говоря. У нас пока пусто и в теплицах, и на огороде. Теплицы перезимовали. Нормально там. Конечно же, следить приходилось. Маше там снег убирать и все такое. Но стоять. Я забыл показать вам и сказать, что вот это каждый год у нас цветет этот какой-то гусиный лук, что ли. Вот он, да. Вот он, смотрите, желтый весь. Весь желтый. Участок такая клумба. Была клумба где-то, наверное, метр на метр. И она весь участок заполнила. Разрослась. Вот это. Желтый цветочек какой-то. О, гусиный лук, говорит Маша. Вот он цветет, да. Ему морозы. Как только снег сходит, и он начинает уже все цвести. А листочки вот. Не знаю, видно в кадр, не попадают или нет, потому что тяжело держать камеру. Ну вот. Вот только-только проклевывается. Только-только. Но это у нас очень быстро, если тепло будет, очень быстро дело пойдет, конечно. Ну вот, пока без одежды еще наши деревья. Но это, по-моему, нарциссы. Нарциссы тоже такие. Оказывается, они очень стойкие. И морозов тоже. И снега не боятся, ни морозов. Синие, я не знаю, как называются эти цветочки. Постоянно забываю. Мне постоянно подписчики говорят, я постоянно забываю об них. Вот. Ну что, друзья, приехал я на озеро уже. На свое любимое озеро. Озеро называется Ватты. Напоминаю, каждый раз почти. Красиво. Видите, тут дорога, как бы должна, вот дорога идет, да? Видите, дорога идет, да? И она пока еще половодье, так сказать. Но самое главное, что я увидел. Беда с моим мостиком, друзья. Рыбалочный мостик мой, короче говоря, заболел, как и я. Смотрите, что с ним произошло. Ну, я так понял, что... Я уже вот смотрю, да, я так понял, это льдина его. Льдина его. Огромная льдина, наверное, со своей силой ударила, и она приподнялась. Приподнялся этот мостик. Стойки приподнялись. И еще в бок куда-то занесло. Короче говоря, хана мостику. Это лето, не знаю даже, что мне придется делать. Как-то надо будет это все исправлять. Не знаю, получится, нет. Ой, как жалко. Сколько он уже с 2019 года все половодья выдержал. И как так случилось, что в этом году-то и не сильная вода была? Почему так случилось? Надо будет еще посмотреть, если нет какие-нибудь там срезы. Ой, на озере такая благодать. Нарыбачить еще рано. Птички поют. Вот здесь лужа с левой стороны. И там вода, наверное, прогрелась, и лягушки квакают. Бурчат там. Короче говоря, вот такая приключилась беда с мостиком моим.
Вот с этого ракурса лучше видно. И видите, дорога идет, вот я где еду, и здесь машина разворачивается, там дальше дорога идет, дальше, да. И вот это такая впадина здесь. И это озеро вышло из берегов, называется. А там дальше тоже опять там все сухонько, можно ехать, но вот эта впадина, она, это самое, в воде. И там дальше мостик мой. Видно, что он за кустами, но что-то с ним случилось, короче говоря. Вот. А я просто здесь еще посижу на берегу этого озера. Вообще тут такая благодать. Еще бы ветра бы не было, так вообще бы замечательно. Просто вот сидишь, так сказать, отдыхаешь. Вот в таких местах вообще про болезнь даже и вспоминать-то как-то стыдно. Да? Смотрите, как деревья отражаются в воде. Вообще классно. Птички поют, но ветер мешает слушать, конечно, это все. Классно. Вот. Так сказать, я вырвался из плена, друзья. Буквально еще немножко, друзья, поснимаю дорогу свою. Прошлый год-то сделали дорогу, да? И посмотрите, какая она хорошая стала. Помните, здесь я видел ямы, лужи, невозможно. Сейчас такой проблемы вообще нету. Спасибо, конечно, предпринимателю. То, что вот он так сделал дорогу нормальную. Смотрите, грунтовка, а такая замечательная дорога. Короче говоря, все сухонько, все нормально. Нигде ничего не размыло, нигде ничего не уплыло. Вот здесь самый тяжелый, так сказать, был участок. Тут я постоянно боялся утонуть. Смотрите, как все четко. Вообще нормально, короче говоря, одним словом. И спасибо большое. Съездили мы до озера, а там уже потом всю дорогу-то что снимать. Вот этот участок, который я решил показать, потому что прошлый год только-только сделали дорогу. Все. А теперь уже выходим на большую дорогу. Вернулся, друзья, домой. Уже я с озера. А Маша уже теплицу, так сказать, поливает. Сухонько все у нас тут. После зимы. Надо бы насос, шланг прицепить. Так ведь, Маша? Маша, привет! Столько лет не виделись или нет, говорю. Сколько уже не виделись? Вот поближе тебя сделал. Привет давай, махни. Уже, наверное, забыли про нас? Нет, не забыли, спрашивают. Спрашивают, почему хоть бы Маша поснимала. Вот. Но у нас начались огородные дела. Более-менее так и я могу там выйти там. И Маша тоже по больницам все ездила. Да. Подправилась. Тоже руку лечила, поправили руку. Но надеюсь, выздоровеет. Вот. Что собираешься сегодня сажать, Мария Олеговна? Ничего, да? Просто поливаешь? Ну, я и говорил, что у нас рано. Впереди еще заморозки, оказывается, будут. Погода обманчивая. Вот сегодня тепло. Хочется все высадить, все пересадить, выйти. Вот. Охота, да? Вот прям, да. Прям руки чешутся, как говорится. Но у меня, можно сказать, еще помидоры мелкие еще. Я поздно сажала. Всегда я поздно сажаю, потому что знаю, что и холода, и заморозки, и снег, и все у нас бывает после вот такого тепла. Так что торопиться, как говорится, некуда на севере. Но вот в июне, наверное, будет тепло. Может, в конце мая потепление будет. Когда уже узнаешь, уже, что холодов не будет, вот тогда будем все вносить, пересаживать. Я уже рассказал, что кукуруза где-то выше уже полметра. Но кукурузу ждет. Я не знаю. Я сегодня думала, что сюда вынести. Не знаю, здесь заморозки. А если в тот парничок?
вот которой теплица рядом. Там открыто все дырки есть, а здесь вообще дырок нет. Прохладная, прохладная, да? Да, здесь более-менее теплее. Как с муравьями еще не бегают? Муравьями нет, но мне вот сказали, что простая сода, это не очень-то, ну, как бы, не так хорошо помогает. Именно нужно кальцинированную соду. У нее эффект быстрее, выделяя свою кислоту. Это все вместе как бы попадает в кальцинированную соду. Кальцинированная сода, она дает быстрый эффект, и муравьи сказали, что умирают. Дает реакцию? Да, реакцию. Кислота с содой дает шипение и вот такое, да? Да, и как бы... Ничего себе химики, ничего себе додумались химики. Это мне вот посоветовали. Короче говоря, надо вокруг этого теплицы надо обработать, чтобы с того парника не перешли сюда, эти партизаны. В прошлом году дорожку уже проложили, Да. как говорится. Партизан надо вовремя их остановить. Ну вот так, друзья. Наверное, это коротенькое видео, потом я буду заканчивать. Показал огород, ничего нету. Показал теплицу. Смотрите, что ничего нету. Вот. Но, надеюсь, все будет. Клубнику вот надо посадить. Вот новые кусты привезла вчера. И землянику тоже. Земляника уже цветет. И уже ягодки уже видны. Есть ягодки. Так что нужно вот место найти, куда их пересадить. Найдем. Короче говоря, все, дела начались, только работай, не ленись. И не болей, да? Вот, я пожалуюсь тебе, у меня мостик уплыл на озере. Это плохо. Это плохо. Главное, в чем плохо-то? Уплыл бы и бог с ним, я чтобы его не видел. А он, да, чуть-чуть немножко отъехал, надо это обязательно, чтобы не засорить озеро, убрать и заново построить. А заново строить, убирая старое, это двойная работа. Так бы на речке он уплыл и уплыл. Бог с ним. Сделаем, наверное. Пособерем силы и сделаем. Так. Ладно, друзья. Всем пока. Давай, Маша, пока скажи. И будем заканчивать этот наш короткий ролик. Огород 2025 начался. Все. Всем пока, друзья. До новых встреч. Как говорит Маша, на нашем канале. Так, пока.